Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Границы ТОР Якутия расширят. В Нижнем Бестехе создадут оптово-распределительный центр. Какие объекты включает в себя крупная продовольственная база? Лесной пожар у села Тумул в Хангаласском Улусе ликвидирован. Таким образом, в районе снят режим чрезвычайной ситуации. Озвучим свежую сводку. На сцене Академического театра в Казани состоялась премьера якутского спектакля «Алитет уходит в горы» режиссера Андрея Борисова. Как приняли постановку в Татарстане. Границы ТОР Якутия расширят. В Нижнем Бестехе создадут оптово-распределительный центр. Это позволит привлечь в экономику региона более 250 миллионов рублей частных инвестиций и новые рабочие места, сообщает пресс-центр Якутии в Москве. Оптово-распределительный центр займется первичной переработкой, упаковкой и хранением сельхозпродукции. Проект предполагает строительство транспортного терминала, доки для большегрузных автомобилей, а также термосклады и почти 4000 квадратных метров производственных помещений. Общий объем инвестиций по проекту составит более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. А накануне во Владивосток из Нижнего Бестяха начал курсировать беспересадочный железнодорожный маршрут. Подробнее о том, как запускали поезд и сколько будет стоить добраться до столицы Дальнего Востока, в материале Петра Васильева. Двое суток на комфортабельном поезде, и вы на берегу Японского моря. Это стало возможным благодаря запуску беспересадочного поезда по маршруту Якутск-Владивосток. Теперь любой желающий якутянин может на поезде добраться до сердца Приморского края. Перед нами, правительством, перед железнодорожниками поставил задачу сегодня запустить короткое такое сообщение до Владивостока. Как можно, чтобы быстрее поезд пришел к морю. Этой зимой РЖД поддержали предложение республики и выделили региону десяток пассажирских вагонов, окрашенных в фирменные цвета якутского флага. В ближайшее время в связи с ростом спроса на данное направление их количество планируют увеличить. Пассажирские вагоны в поезде оснащены по всем необходимым требованиям. Кроме того, они полностью адаптированы к работе в условиях нашего северного холодного климата. Таким образом, путешествие до столицы Приморского края будет комфортным не только летом, но и в наши холодные зимние дни. Стоимость проезда в вагоне-купе составит 5200 рублей. Доехать в плацкарте можно будет за 3500 рублей. Для пассажиров на всем протяжении пути будет работать и всеми любимый вагон-ресторан, куда планируют включить и блюда национальной кухни. Я поеду поездом, у меня живет родная сестра во Владивостоке. Думаю, наконец-то никуда пересаживаться не придется. Здорово. А раньше как добирали? Через Хабаровск, пересадки, долгие ожидания. Короткая дорога, оказывается, по времени, если никуда не пересаживаться, идти прямым ходом. С вводом поезда по маршруту Якутск-Владивосток сократилось и время в пути до других дальневосточных и сибирских городов. В частности, до Иркутска, Хабаровска и Благовещенска можно будет добраться быстрее на 5, 8 и 9 часов соответственно. Можно быть уверенным, что несмотря на закрытые границы и ограничения в столичном аэропорту, якутяне смогут отлично и доступно отдохнуть на живописном Дальнем Востоке. Петр Васильев, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Лесной пожар у села Тумул в Хангаласском Улусе ликвидирован. Таким образом, в районе снят режим чрезвычайной ситуации. Между тем, режим ЧС продолжает действовать на территории Тампонского, Нюрбинского и Верхневилюйского улусов. По данным Минэкологии региона, в Якутии продолжают тушить 8 лесных возгораний на территории 7 районов. В борьбе с огнем заняты более 1000 человек и порядка 120 единиц техники, в том числе 20 воздушных судов. В 14 районах особый противопожарный режим. Еще 90 человек заразились коронавирусом в Якутии за сутки, из них 56 в Якутске, сообщает Уперштаб. В Амгинском районе 8 случаев, в Алданском и Вилюйском по 5, в Ленском и Мирнинском по 4. В Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах заболели по 3 человека, в Чурапчинском улусе 2 случая. Лаборатории за сутки провели почти 1300 исследований на ковид.
Северо-Восточный федеральный университет готовится к приемной кампании. Ректор вуза Анатолий Николаев провел беседу по вопросам приемной комиссии. В этом году в перечень необходимых документов для поступления по программам бакалавриата и специалитета включено страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Это необходимо, потому как в этом году не будет пофамильных списков поступающих. У каждого свой уникальный идентификационный номер по страховому свидетельству. Подать документы, как и в прошлом году, можно будет дистанционно через онлайн-сервисы или посредством операторов почтовой связи. Выпускники школ традиционно поступают по результатам ЕГЭ. Обладателей дипломов о среднем профессиональном образовании ждут несколько другие испытания. Часть наших абитуриентов поступает через наши внутренние экзамены. Да. Для тех, кто будет сдавать внутренние наши экзамены, прием документов будет до 15 июля. И потом они до 29-го, там, согласно определенному расписанию, тоже надо смотреть на сайте, сдадут наши экзамены. Это вот выпускники СПО, выпускники прошлых лет, иностранные студенты, вот определенные категории есть. В Амгу прибыли более 9 тысяч цветов от фермерского хозяйства Артура М. Фермер третий год тесно сотрудничает с администрацией Наслега и радует жителей села красивыми разнообразными цветами. В этом году в Амгу доставили 4 вида цветочных рассад. Это петунии, бархатцы, кохи и гвоздики. Комиссией по благоустройству амгинского наслега определены зоны озеленения. Предприятия и общественные организации ежегодно ко Дню России занимаются озеленением общественных пространств. В этом году традицию озеленения продолжают с соблюдением санитарных норм. Цветы посадили на площади Славы, в скверах, а также в парке культуры и отдыха. В старом городе столицы расцвела яблоня. Явление привлекло внимание горожан. Смогут ли прижиться яблони в Якутске? И что по этому поводу думает мэрия? Подробности у наших корреспондентов. Не совсем типичное для нашего города явление попало в объективы камеры горожан и буквально за несколько дней собрало кучу лайков и комментариев в социальных сетях. Многие якутяне выразили свое мнение, что такие красивые чудо-деревья можно было бы начать массово сажать в Якутске. Действительно, это так, ведь в нашем городе не хватает пышных зеленых деревьев, которые бы украшали его своим цветением, как в других центральных городах. Но этот вопрос в последние годы хоть как-то начал беспокоить как руководство администрации города, так и самих горожан. Озеленение сейчас стараются везде делать. Ага. Я живу на Гагаринском округе, мы тоже и в парке Победы посадили много деревьев, и возле Гагарина посадили цветы. Но этого все равно не хватает. Горожане считают, что наши специалисты, которые занимаются благоустройством города, просто не умеют ухаживать за растениями. В итоге большая часть из них погибает. Озеленение, в последние годы еще идет, как-то идет озеленение, но за ним ухода нет. Необычное явление цветения яблони заставило многих горожан задуматься. А кто-то предложил посадить такие деревья по городу. Это не только украсит столицу, но и придаст свою изюминку. Знаете, такая красота, если бы наш город весь был в таком уборе, так это было бы прекрасно. Вот, надо бы черемуху, рябинки, все вот подряд сажать. Конечно, и елочки тоже нужны, и березки, но вот это очень красиво. Конечно, хотели бы, чтобы больше было. Как будто мы на юге. Тем временем в мэрии столицы заявили, что сажать такие деревья – это дорогое удовольствие. Но в перспективной программе развития озеленения города Якутска есть такие планы по посадке редких для Якутии деревьев. Смотрите, вообще посадка яблонь довольно-таки затратные мероприятия в плане того, что их нужно сажать уже достаточно как-то высокими. У нас, допустим, таких саженцев в наличии нет. То есть это дорого перевозить с другого региона. Поэтому мы в рамках вот этого плана мероприятий по озеленению мы планируем вообще провести работы по созданию собственного питомника. И как раз в этом питомнике будут учтены вот эти яблони, какие-то редкие виды культур. То есть это вопрос, конечно,
денег. Между тем, в столице республики решили ввести практику учета деревьев и кустарников. Для этого растениям дадут паспорта. Данные меры нацелены на мониторинг приживаемости растений, контроль по их уходу и содержанию. Все это делается в рамках мероприятий по озеленению городской среды, который включен в план предоставления общественных пространств Якутска в пользование предпринимателям столицы. Получается, в конце каждого сезона нами будет вестись учет приживаемости зеленых насаждений. Из этого делать анализ, вывод и, соответственно, уже запланировать на следующий год, допустим. Если какие-то культуры не приживаются, соответственно, мы будем их заменять. Возможно, такой подход даст столице региона засиять новыми красками в последующие годы. Дмитрий Тымыров, Виктория Готовцева, Илья Сыромятников, Григорий Хлопков, Якутск. На сцене Академического театра в Казани состоялась премьера якутского спектакля «Алитет уходит в горы» режиссера Андрея Борисова. Сценическая композиция Сахатеатра поставлена по мотивам одноименного романа Тихона Семушкина. Выступление якутских артистов прошло в рамках Дней Якутии в Татарстане. Сахатеатр также стал участником международного театрального фестиваля. Премьеру посетила и моя коллега Айсана Бурнашова. Революционное время. Чукотка. Жители полуострова дурманят американские колонизаторы. Скупая за бесценок пушнину и бивни морских обитателей, они устанавливают свои законы торговли. Потворствуют им и местные жители под предводительством главного героя – богатея Алитета. Заслуженный артист Якутии Василий Борисов. Именно он сыграл роль захмелевшего властью и деньгами героя. Он не считается со стариками, плюет на традиции, идет ва-банк наперекор народу. Но чуть позже Алитет поймет, ставки слишком высоки, не все можно купить за деньги. Череду насилия и эксплуатацию жителей Чукотки остановит любовь к родной земле. Роли все сложные для актера бывают, когда. Но вот эта роль далась мне более чуть-чуть тяжело, потому что в моей крови течет кровь малочисленных народов. Иногда была дрожь, когда проходили какие-то сцены, когда именно показывалось состояние народа. Тема самоопределения и выбора пути целого этноса красной нитью проходит по всей постановке. Уместить в двухчасовой спектакль целый период жизни малочисленного народа с их переживаниями и желанием жить на свободной земле – задача сложная. Но актеры справились, зал аплодировал стоя. Известный режиссер. О чем говорить можно? О чем говорит? Он хотел показать целый пласт жизни. Только Национальный театр интересен сейчас. Объемность, которую дает спектакль, и передний, и задний план. Актеры невероятные, просто вот веришь всему, как будто сам там находишься. Местами страшно, местами жутко, местами захватывающе. Очень приятно, что сюда привезли такой спектакль в нашем театре. Это видеть очень мощно, здорово. Спасибо большое. Айсана Бурнашова, Джур Березкин, Казань, Татарстан. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.